Начались отпуска, многие якутяне выбирают места отдыха, а для туристических компаний наступила горячая пора. Где и как предпочитают отдыхать якутяне, какие услуги предлагают местные туркомпании и какими новинками готовы удивить сегодня? Мы это все узнаем у гостя студии, министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирины Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Начался туристический сезон. Насколько изменились предпочтения у якутян в этом году? Я думаю, что они не особо изменились, потому что до сих пор предпочитают выбирать близлежащие районы от Якутска. Это, конечно, Хангаласский район, с основной точкой притяжения это Ленские столбы, но там активно развивается инфраструктура, открываются новые туркомплексы. И если говорить о новинках, то Ленские столбы в этом году удивят новыми квестами, новыми инфраструктурными объектами. И я думаю, что если не в этом году, то в следующем мы организуем там адекватные условия для того, чтобы турист мог там задерживаться на несколько дней. То есть мы планируем там построить комплекс. Сам проект делал очень известный архитектор, который реализовал проект «Роза Хутор» в Сочи. А какие еще есть новые маршруты, которые могут заинтересовать наших жителей? Вы знаете, очень хорошо развивается в данном направлении Намский район. Буквально скоро, в середине июня, у нас там откроется ЭСЭХ, наш республиканский, и все туроператоры, все, кто занят в индустрии гостеприимства, активно развивают новые направления, в том числе там и пешие маршруты, и, конечно, рыбалка, которая славится Намский район. И сейчас уже я хочу отметить, что муниципальное образование на уровне именно управления очень поддерживает туроператоров, и мы совместно с Министерством предпринимательства готовимся, и приглашаю всех на ЭСЭХ в Намский район. Я думаю, что все будут приятно удивлены и маршрутами, и инфраструктурой. Насколько вообще пользуются популярностью эти маршруты? Сколько обычно людей выезжают на отдых? К сожалению, у нас есть проблема нелегального туризма в республике. Мы этим вопросом сейчас очень озадачены. Работа ведется нашим отделом по нелегальному бизнесу, потому что мы даже сейчас не видим конкретную цифру, которая действительно является реальной. И в этой части все наши туроператоры, они сейчас все-таки возле нас как-то собираются. Мы со своей стороны помогаем им инструментами, механизмами поддержки, но говорим о том, что вы должны легализоваться, вы должны стать официальными туроператорами, чтобы на вас эти меры поддержки могли быть распространены. Поэтому мы о цифрах сейчас говорим очень аккуратно, потому что все-таки надо в первую очередь решить вопрос по нелегалке. Это очень острая проблема. В этой связи интересно узнать, как именно действуют мошенники, как якутянам обезопасить себя от их действий. Прежде всего рекомендую зайти на сайт Ростуризма. Там в правом углу верхнем есть окошко, которое называется «Федеральный реестр туроператоров». Информация там каждый день актуализируется. На сегодняшний день у нас действует 11 туроператоров по Якутии. Все они там представлены, то есть можно посмотреть и названия, адреса, куда стоит обратиться, где вы действительно сможете обезопасить себя от последствий, которые, в принципе, при, допустим, экстремальном туризме могут быть очень плачевными. И очень рекомендую, если все-таки вы намерены сплавиться, например, спрашивать удостоверение инструктора. Это обязательное требование. У нас в республике есть при службе спасения школа, где готовят и гидов, и инструкторов, и там по окончании выдается соответствующий документ. Поэтому рекомендую всем все-таки смотреть документацию, и если не у туроператора приобретают путевку, а у турагента, нужно смотреть договор, что действительно этот турагент с туроператором, который входит в этот федеральный реестр, заключил соглашение, и он работает на соответствующих условиях. Больше нелегального туризма внешнего или внутреннего?
Ну, это, конечно, в основном внутренний туризм, потому что долгое время эта сфера, она хаотично развивалась, и нельзя винить, конечно, только самих предпринимателей, которые полностью нелегальны, либо частично не показывают какие-то свои доходы. Ранее не было создано адекватной системы поддержки, то есть, чтобы легализоваться, нужно как-то смотивировать бизнес это сделать. Вот на сегодняшний день мы такую поддержку оказываем. Например, чтобы приобрести катер, могут наши туроператоры обратиться в фонд поддержки предпринимательства при Минпреде. Там сейчас по моему поручению был разработан кредитный продукт, и транспортное средство можно приобретать под залог приобретаемого ТС. Ранее этого не было, и очень сложно было получить кредит, потому что не у всех есть залог, чтобы воспользоваться льготной поддержкой. А вообще там процент очень хороший, 8% годовых. Какие новые виды поддержки оказываются туристическим фирмам? Я с радостью хочу сообщить, что у нас запускается новый акселератор по туризму. Вы знаете, что у нас буквально недавно завершилось сразу 3 акселератора. Это стартап, действующий бизнес и 45+. Примерно по такому же плану мы будем действовать, только уже сегментированно. То есть, учитывая сезон, мы решили привлечь именно туротрасль в этот акселератор. И у нас уже, я была приятно удивлена, что у нас муниципальное образование очень активно откликнулись. Они готовы оплачивать своим предпринимателям проезд до Якутии, проживание. Буквально недавно у меня была Микон, которые уже сейчас определяются с количеством участников акселератора, а само обучение мы предоставляем бесплатно. Очень интересная программа, на мой взгляд. Недавно вы участвовали в 5-м Тихоокеанском туристическом форуме. Что обсуждалось и какие проекты будут реализованы у нас в регионе? Я считаю, что мы очень удачно представили Якутию на ПТ. И выставка у нас была достаточно достойная, и возле нашей стойки всегда собиралось очень много туристов, потому что мы выгодно отличались. Наш представитель был в соответствующем наряде, то есть он собой показывал всю нашу принадлежность национальную, это было очень выгодно. И, конечно, самое главное, это была площадка с Зариной Дагузовой, где мы обсуждали тему Восточного кольца. Это проект, который должен интегрировать все маршруты Дальнего Востока. У нас уже сейчас проводятся переговоры с несколькими регионами, в том числе с самим Владивостоком, который является хабом и транспортным хабом. И у них задерживаются туристы всего буквально на 2 дня, потому что смотреть там особо нечего. То есть это инфраструктура, которая создана только для делового туризма. Поэтому им, в принципе, выгодно самим отправлять туриста куда-то дальше отдыхать. И вот мы сейчас разрабатываем интегрированный маршрут по Якутии, чтобы из Владивостока напрямую к нам туристов отправляли. Также мы договорились и с Бурятией работать, и с Камчаткой, еще с несколькими регионами. Кроме того, я подняла очень важную тему на совещании с госпожой Дагузовой по региональной лизинговой компании. У нас на сегодняшний день действует в Якутии РЛК, который обслуживает весь Дальний Восток. К сожалению, в пакете продуктов отсутствует транспорт. Как я уже сказала, это очень актуально для туристического бизнеса. И Зарина Валерьевна обещала посодействовать, переговорить с Браверманом, с главой МСП корпорации. И я думаю, что мы в этом плане тоже продвинемся. Кроме этого, я представила там проект «Покорители холода». Мы посмотрели видеоролик, который мы разработали совместно с Камвидео, с компанией. Очень популярный ролик, кстати, сейчас это в сети. Он набрал уже более, по-моему, 4000 просмотров буквально за несколько дней. И мы гордимся, потому что в сценарии принимали участие практически все руководство Минпреда. Мы каждый день его корректировали и получили высокую оценку Ростуризма. И они поддержат этот проект, помогут нам в продвижении. И я уверена, что он будет успешным и будет проходить не 1 год.
Можете рассказать про этот проект более подробнее? Насколько я знаю, сама Зоя Дагузова отметила Зарина. его. Зарина. Да, она его отметила, потому что это уникальный проект. Вы знаете, что долгое время Верхоянский и Амиконский район борются за статус полюса холода. Каждый район доказывает, что именно у них самая низкая отметка. Но мы хотим всю эту историю превратить в проект, когда несколько экспедиций, планируется 4 команды, будут зимой в самое холодное время, ориентировочно это будет февраль, будут искать вот как раз эту самую точку холода, которая покажет самую низкую отметку. Но кроме этого мы хотим, чтобы это было интересно зрителю, и мы сделаем такую школу выживания. То есть в каждой команде будет прикреплен каюр, который будет вместе со своей командой выполнять задания, и который предполагает сам проект, и который будут давать зрители. Например, собрать палатку в минус 60 градусов, порыбачить, поохотиться. Плюс ко всему они же будут постоянно менять локации, то есть они будут передвигаться. И я думаю, что это будет очень интересно. У нас уже есть поддержка также Русского географического общества. И я очень благодарю господина Ипатьева, который является автором этого проекта, который пришел в Минпред с горящими глазами, говорит, давайте сделаем. И вот сейчас уже мы на стадии активной подготовки. В 2020 году мы планируем его реализовать. А кто и как может принять участие в этом проекте? Конечно, это туристы-экстремальщики в основном, потому что тренд такой есть. Мы знаем истории, когда экспедиции по 2 недели живут в пустыне Сахара, и там тоже подобная история, когда они проходят такую своеобразную школу выживания в поисках лучшей версии себя, то есть испытывают прежде всего свои способности, свой дух. И я уверена, что у нас на севере это будет гораздо интереснее, гораздо зрелищнее. И уже есть очень активное желание у многих известных туристов. И есть желание также у производителей экипировки и транспортных средств, которые работают в холодных условиях, потому что им хочется, конечно, продемонстрировать способности своих продуктов, и они готовы в том числе выступить в качестве спонсоров, поэтому мы планируем этот проект сделать, по большей части, конечно, за счет внебюджетных средств. Так мы с вами поговорили и о зимнем туризме, и о летнем туризме. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о развитии туристической индустрии в нашей республике. До встречи в эфире.